северо-восточная оконечность острова Ольхон, бухта Угой. Именно здесь ученые зафиксировали наибольшую глубину Байкала. Она составляет 1642 метра. В переводе с бурятского «хабой» означает «клык». С древних времен здесь, на специальной площадке, проходят специальные шаманские обряды. Каждый гость хабоя должен оставить подношение духом Байкала. Положив по традиции монетку на жертвенный камень, ныряем в голубую воду Байкала. Температура 4 градуса, видимость метров 20. Лучшее время она достигает 50 метров. Живность просто кишит на каменном дне озера. Разные виды рачков, креветок, байкальские бычки, огромное количество различных широколобок. Пока ныряли, наши спиннингисты наловили хариуса, полным ходом идет готовка ухи. Байкал по разнообразию обитающих в нем видов уникален. Главное богатство, конечно, байкальский омуль. В Иркутском лимнологическом институте местные ученые ведут большую работу по изучению ихтиофауны и флоры Байкала. Озеру 25 миллионов лет, и за все эти миллионы лет Байкал не изменил своей сущности. Это самое изученное озеро в мире, а потому здесь открываются самые мощные новые перспективы изучения. Чем больше мы что-нибудь изучаем, тем более широким становится поле нашего зрения. Байкал не зря называют морем. В порту Листвянка у причала стоят большие научно-исследовательские суда Лимнологического института и круизные теплоходы. А волна на Байкале качает судно не меньше, чем, например, на Средиземном море. По традиции программа «Мир настоящих мужчин» в своей экспедиции берет флаг башкирского спутникового телевидения. Вот и на этот раз над синими водами Байкала гордо веет наш «Сокол Сапсан». Рустам Сироздинов, башкирское спутниковое телевидение.